Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркменского юриста Пегамбергельды Алабердыева, отбывавшего срок по сфабрикованному делу, в декабре 2022 года помиловали, и сейчас он пытается добиться восстановления на работе и разрешения на выезд из страны. Об этом сообщил Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. Незадолго до освобождения, 25 ноября 2022 года, Алабердыева посетил в колонии сотрудник Министерства национальной безопасности, представившийся Аразом. Он сообщил, что в течение 5 лет бывшему заключенному будет запрещен выезд из страны. А когда юрист вернулся домой, на вокзале в Балканабаде его встретил участковый Максат Мергенов. Он отвез его в полицию, где вместе с заместителем начальника отделения Мейлисом Агайлыевым еще раз предупредил о запрете покидать страну и о необходимости регулярно отмечаться в полиции. В ответ Алабердыев заявил, что его обвиняли в хулиганстве, и это была его первая судимость. Закон же предусматривает административный надзор лишь за рецидивистами и теми, кто совершил тяжкие преступления. Но Мергенов и Агайлыев заявили о некоем указании сверху. Кроме того, юриста не восстановили на прежней работе в государственной нефтегазодобывающей компании, а когда он пытается устроиться в другие места, получает отказ. Алабердыев занялся было мелким предпринимательством, но это оказалось сложно из-за ограничения свободы передвижения. При этом на иждивении юриста находится несовершеннолетняя дочь, супруга, которой предстоит операция, и слепой 78-летний отец. Сам Пегамбергельды страдает гипертонией и раньше регулярно ездил на лечение в Иран, но теперь из-за запрета на выезд поехать не может. Пытаясь добиться восстановления на работе и снятия запрета выезжать из страны, юрист написал десятки обращений в различные официальные органы и также президенту. Однако часть писем спустили все тому же участковому, а часть оставили вовсе без ответа. Алабердыев узнавал на почте, дошли ли его письма до президента и омбудсмена. Ему ответили, что письма по техническим причинам не дошли и вернули деньги. Тогда юрист отправил омбудсмену телеграмму и получил ответ, мол, его вопросы не входят в компетенцию уполномоченной по правам человека. В обращении к президенту юрист написал: «Я что, предатель Родины? Или я продавал государственные секреты? Или я уже не гражданин этой страны? Либо мне теперь нужно ехать за границу и просить там политическое убежище?» Алабердыев участвовал в оппозиционных чатах. 5 сентября 2020 года на выходе из магазина к нему подошел некий мужчина и спровоцировал конфликт. После этого Алабердыева обвинили в хулиганстве и вскоре осудили на 6 лет лишения свободы. Родственники юриста наняли ему адвоката, но после беседы со следователем тот ушел на больничный, и больше никто в Балканабаде не согласился браться за это дело. Ни родственников, ни друзей обвиняемого не пустили в суд. В октябре 2020 года 10 правозащитных организаций, в том числе Human Rights Watch и норвежский Хельсинский комитет, опубликовали заявление о политическом характере этого дела. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.